Ассаляму алейкум. Я председатель Всетатарского общественного центра Фарид Закиев. 28 апреля Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил 71-летнего ветерана татарского национального движения Фазыла Валиахметова к 6 годам лишения свободы. Кроме того, ему запретили управлять веб-сайтами и социальными сетями на 3,5 года. Фазыл Валиахметов, наш ветеран, был признан виновным в дискредитации российской армии, статья 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, и оправдании терроризма, статья 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фазыл Валиахметов – один из основателей современного татарского национального движения, пассионарий, самоотверженный борец, участвующий в деятельности Всетатарского общественного центра с 1989 года. Он один из татарских героев, участвовавших в исторической политической голодовке, организованной Файзулей Байрамовой в мае 1991 года. Фазыл Валиахметов никогда не прекращал борьбу за подлинную татарскую историю, татарский язык, сохранение национальной идентичности. На личные средства он организовал частный музей Хади Атласи, регулярно публиковал статьи, посвященные татарской истории, писал книги на татарском языке. Наш соратник и брат Фазыл искренний, очень толерантный, добрый, порядочный человек, умеющий находить общий язык со всеми. Кто считает, что приговор Центрального окружного военного суда – это возвращение к временам кровавых палачей Сталина и Ежова. Как и в 1937 году председателя ТОЦ расстреляли только за то, что он был муллой, так и сегодняшние кровавые палачи Путин и Бастрыкин фактически приговорили к смерти невиновного ветерана татарского национального движения. Потому что 71-летний пожилой человек с ослабленным здоровьем не сможет выжить в российской колонии. Но эти кровавые палачи хотят запугать сторонников татарского национального движения, уничтожить стремление татарского народа к независимости. Но времена изменились. Крах фашистской России неминуем. Путин, начавший преступную захватническую войну против суверенной Украины, геноцид украинского народа, а также его соучастники кровавых преступлений скоро сядут на скамью подсудимых в Гааге. Их много, подельников Путина, депутаты Госдумы, руководители правительства России, в том числе наши соплеменники Хуснуллин, Файзуллин, Набиуллина, Минниханов и другие.